около 14 тысяч доз вакцины от коронавируса поступило уже в Башкортостан. В ближайшее время придет еще около 50 тысяч, ну а общее количество превысит 1 миллион доз. Обсудим детально прямо сейчас предстоящую вакцинацию вместе с гостем программы «Интервью». Сегодня вместе с нами главный внештатный специалист Министерства здравоохранения Республики Башкортостан по инфекционным заболеваниям Айгуль Галиева. Айгуль Тагировна, здравствуйте. Добрый день. Спасибо большое, что пришли к нам на интервью. Ждем от вас подробностей. Расскажите, пожалуйста, что из себя представляет вакцина «Спутник Ви». Вакцина «Спутник Ви», которую вот сейчас мы рекомендуем для того, чтобы защитить себя и население от новой коронавирусной инфекции, представляет собой такую структуру. Там у нас содержатся вирусы, аденовирусы, носители определенных антигенов, шипиков от коронавируса. То есть эти носители доставляют в организм эти шипики, и мы вырабатываем в ответ на циркуляцию этих шипиков антитела. И в зависимости от количества этих антител мы констатируем, человек защищен от коронавирусной инфекции или же все-таки иммунитет еще не сформировался. Уже определяем иммуноферментным анализом его титр антител. Вакцинация двукратная. После первой вакцины через 21 день, вот это конкретно надо этот интервал соблюсти, через 21 день вводится вторая вакцина, где уже второй носитель, отличный от первого носителя. Это для того, чтобы иммунитет был более напряженный, это мы называем врачи и доктора, то есть сильный иммунитет, для того, чтобы эти антитела дольше сохранялись и смогли защитить человека от коронавирусной инфекции. Есть ли какие-то противопоказания к этой прививке, да, и кто находится в зоне риска, кому вот действительно в первую очередь будет делаться эта вакцина? Да, действительно, есть у нас приоритетные группы для вакцинации. Это в первую очередь медицинские работники, также преподаватели. Дальше у нас эти лица, которые живут и работают в структурах социального обслуживания, в домах престарелых, интернатах, психоневрологических диспансерах, и лица, которые страдают хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы, дыхательной системы, ожирение, сахарный диабет. Вот эти 4 группы лиц с хроническими заболеваниями, они также в первую очередь должны быть вакцинированы, но вне обострения. Поэтому одним из противопоказаний для вакцинации, это, как и для любой вакцинации, это острые состояния, острые заболевания, любые респираторные острые заболевания и обострение хронических заболеваний. Нужно дождаться компенсации, дождаться вне обострения, фазы вне обострения и уже прийти на вакцинацию. Что касается беременных, то какие рекомендации здесь? Вот в отношении беременных пока, конечно, в инструкции эта группа у нас не включена, потому что не было исследований в отношении действия и эффекта вакцины на эту категорию наших лиц, поэтому населения. Поэтому пока вакцинация для беременных, она противопоказана, пока мы не вакцинируем беременных. В будущем посмотрим. Вакцинация от гриппа ведь тоже первое время не разрешалась беременным. Но сейчас эта вакцина от гриппа для беременных, это также считается одной из самых таких приоритетных направлений, чтобы защитить маму и будущего малыша от гриппа. Тоже довольно непростой острой респираторной инфекции. Вы уже сказали, что вакцинация проходит в 2 этапа, через 21 день. Но что нужно сделать человеку? Он приходит в поликлинику, что происходит дальше? Вакцина у нас, она бесплатная, на добровольной основе. Эта вакцина включена в национальный календарь прививок по эпидпоказаниям. Поэтому все желающие, а также кому рекомендуется все-таки эта вакцинация, они подходят у нас в поликлинике по месту жительства. У нас 39 прививочных кабинетов открыты на территории республики. И уже лечащий врач направляет соответствующий кабинет прививочный, где проходит вакцинация. Обязательно осматривается пациент. Если же нет никаких признаков какого-то острого состояния, то есть пациент, он здоровый, без температуры, это тоже один из критериев допуска для вакцинации, чтобы температура была не выше 37. И тогда пациенту показана эта вакцинация. Но защитный титр антител появится не сразу, поэтому я тоже хотела бы предупредить. У некоторых, конечно, после первой вакцины могут быть уже защитные титры,
Но все-таки эта вакцина двукратная, для этого и она создана, и рекомендуется 2 раза, чтобы вот эти титры антител были защитными через вот где-то 3-4 недели после вакцинации. Ну, обычно через 2 недели после 2-й вакцины уже, как правило, у всех достигаются хорошие, напряженные, защитные титры антител, мы констатируем. Насколько эффективна вообще спутник Ви, да, и что показывали наблюдения? Но вакцинация, она обладает, вот по данным экспертов и тех клинических испытаний, которые прошла эта вакцина, до 97-98% эффективности пока констатируют. Длительность всех интересует, насколько это иммунитет длительный после вакцинации. Пока, да, в зависимости от реакции иммунитета, от этих титров защитных, которые у нас вырабатываются в организме после этой вакцинации, пока вот констатируют на 1 год. Это все равно время покажет. Поэтому, возможно, в последующем мы будем говорить, ежегодная вакцинация будет необходима. Если сравнивать с иностранными аналогами, то что можно отметить здесь? Смотрите, все вакцины не разные. Вот на сегодняшний день у нас на территории России вот уже есть 3 вакцины от этой новой коронавирусной инфекции. Вот мы сейчас с вами все используем спутник Ви. Она у нас самая первая появилась и доступна для населения, и активно внедряется, и мы агитируем вакцинироваться, потому что только так мы можем локализовать и под контроль взять эту новую коронавирусную инфекцию. И 2-я вакцина, это вот, которая предполагается вот в марте, в апреле месяце этого года, это у нас новосибирская вакцина центра «Вектор» управления Роспотребнадзора. Она отличается от спутника Ви тем, что там нет антигенов, вот, носителей этих живых вирусов, и нет антигенов живого коронавируса. То есть эта вакцина практически вся она синтетическая, там синтетические белки этого нового вируса, и поэтому она будет менее такой вот различными какими-то нежелательными явлениями, которые бывают при любой вакцинации. Это все-таки реакция индивидуальная у человека на эту прививку. Поэтому предполагается, что эта вакцина она будет показана для лиц с довольно тяжелыми хроническими заболеваниями, для пожилых в том числе. То есть она более такая оптимальная, облегченный вариант вакцины предполагается. И 3-я? И 3-я вакцина, это у нас центра Чумакова. Она только пока проходит клинические испытания. Она у нас будет внедряться уже, наверное, может быть, с середины этого года, уже активно. Будем уже знать, как она себя вот рекомендует. Но пока на сегодняшний день все эксперты, которые анализируют эти 3 вакцины, которые у нас существуют в стране, что они все эффективные действительно. И вот спутник Ви показывает, хорошие защитные титры у нас формируются. Тем самым мы сможем сказать, что да, мы уже можем говорить, что сможем локализовать и контролировать подъемы новой коронавирусной инфекции. Но гораздо больше все равно информации про спутник Ви, Да. как проходили наблюдения, да? Что мы можем сказать, есть ли заболеваемость, смертельные случаи, клиническая картина что показывает? Ну, после вакцинации спутник Ви пока мы только набираем информацию, но нежелательных явлений практически нет. А вот те проявления после вакцинации, там утомляемость, однократно там субфибрильная температура, но еще раз хочу сказать, это при любой вакцинации это возможно, это допустимо. Всеми экспертами и институтами, которые занимаются вакцинацией, это обговаривается и предупреждается. Поэтому этого пугаться абсолютно не нужно. Результат хороший, переносимость отличная. Вот у меня многих у родственников и у однокурсников, докторов, которые вакцинировались, у всех практически очень хорошо переносили. Были единичные случаи, там, недомогания в течение суток. Потом это все проходило. И в последующем самое главное – это увидеть своими глазами, что у тебя есть защитные титры. Это вот к чему мы стремимся и хотим добиться. Ну, мы также стремимся и к коллективному иммунитету, который должен быть 70%. Почему вакцинация решает эту проблему? Вот этот механизм, как он работает? Ну вот смотрите, если у нас этот вирус уже попал в нашу популяцию, только благодаря тому, что у нас будет защитный титр антител, мы сможем уже, если заражаемся, это же человеческая инфекция, вот этот COVID-19 между нами, между людьми циркулирует, то тогда мы сможем уже, даже если этот вирус попадет к нам в организм, перенести ее или в легкой форме, без каких-то тяжелых, непредсказуемых
исходов и уже переносить не в таком виде, как мы сейчас вот имеем у лиц, которые не вакцинированы. И по наблюдениям, и по анализу экспертов, эпидемиологов, ученых, что только в том случае, если вакцинация у нас будет более чем у 60%, это у тех, у которых не перенесли новую коронавирусную инфекцию, то есть 60-70% вакцинации, и тогда коллективный этот иммунитет сможет уже взять под контроль, и эта инфекция не будет такой значимой, как вот на сегодняшний день. Ну, вообще про коронавирус мы знаем уже практически целый год во всем мире, да? Если поначалу информации не было, то уже какие-то данные можно сейчас утверждать. Что вы можете сказать про это заболевание, в чем его особенности и почему было такое распространение? Ну, еще раз хочу сказать, это новый вирус. И как раз мы встретились с новым вирусом, которым ранее никогда не встречались. Помните свиной грипп, когда у нас в 2018 году вот появился, 18-19, тоже ведь такой был ажиотаж. Грипп, это вроде один и тот же самый, но нет, он отличный был от других вирусов гриппа. Так и здесь. Коронавирус, который у нас раньше, сезонный коронавирус, он тоже раньше присутствовал, циркулировал среди нас. Но этот, он абсолютно новый, он имеет отличные антигены от тех коронавирусов, которые ранее у нас циркулировали и продолжают циркулировать сейчас. Тоже они встречаются. И люди, которые заболевают, и мы обнаруживаем такие сезонные коронавирусы, мы просто даже не пишем, чтобы народ не пугать, просто острая респираторная вирусная инфекция. А этот COVID-19, он отличается именно антигенной структурой. И когда он попадает в наш организм, для него это стресс, это новый вирус. И мы вырабатываем максимально огромное количество антител, чтобы побороть это естественная реакция нашего иммунитета. Но получается, что этих антител слишком много в организме человека. Вот этот вирус так стимулирует наш иммунитет, что вот этот гипериммунный ответ, он как бы против нас же и поворачивается. И вот этот цитокиновый шторм, который, наверное, многие и в социальных сетях, и в журналах, и по телевидению слышат, это когда очень огромное количество вот этих сигнальных молекул, которые и стимулируют иммунитет, и направлены, чтобы локализовать эту инфекцию. И получается, что вот на фоне вот такого гипериммунного ответа мы начинаем страдать, наши ткани, органы, головной мозг, сердце, сосуды, легкие страдают. При этой инфекции органы мишени, в первую очередь, это легкие. И возникает отек легких, потому что поражаются сосуды, они становятся очень такими ломкими, проницаемыми, и вся жидкая часть крови выпотевает, и легкие как бы вот заплывают жидкости. Это называется отек легких. И вот очень сложно бывает пациенту дышать, и поэтому мы применяем различные аппаратные виды дыхания, чтобы вот спасти пациента и контролировать гипоксемию, кислородное голодание. И вот иногда получается, что не всегда удается вот это кислородное голодание устранить. Спасибо большое, Айгуль Тагировна, но мы рекомендуем нашим телезрителям обязательно вакцинироваться. Потому что это пока единственное решение от COVID-19. Это была программа «Интервью». И сегодня вместе с нами была главный внештатный специалист по инфекционным заболеваниям Министерства здравоохранения Башкортостана Айгуль Галиева. Мы говорили о вакцинации от коронавируса.